Спортивная жизнь в республике возобновляется. Именно об этом поговорим сегодня в программе «Интервью». Здравствуйте, я представляю сегодня нашего гостя. Это Марсель Юсупов, руководитель управления по физическому воспитанию и подготовке Олимпийского резерва Республики Башкортостан при Министерстве образования и науки нашего региона. Марсель Жалилевич, здравствуйте. Добрый день. Ну, наконец-то, спортивная жизнь возобновляется. А это значит, что и школьная спортивная жизнь сейчас уже начинает планироваться. Реализуются соревнования, все верно? Да, она не планируется, они уже возобновилась, наша 23-я спартакиада школьников Республики Башкортостан. То есть, чуть-чуть сроки у нас сдвинулись, то есть до сентября по декабрь мы не проводили. Сейчас у нас, будем чуть-чуть лояльнее относиться к подсчетам и в таком формате. Но в спартакиада школьников, да, она возобновилась. Сейчас у нас 20-21 февраля у нас будет уже финал по лыжным гонкам, это в Кумертау, в рамках спартакиады школьников. То есть, и одновременно будем проводить там соревнования, мы проводим на призы газеты «Янь Шишмя». Это ежегодные наши соревнования, которые проходят совместно с нами. Вот, кстати, Янь Шишмя, это Максим Чудов, кстати, начинал с этих соревнований тоже, он сам лично говорил мне об этом. То есть мы ожидаем из этих школьных соревнований, что, возможно, выйдут будущие представители сборной страны. Верно? Да, все верно, все верно. И еще у нас до Нового года у нас были новоизбранный президент Федерации лыжных гонок и биатлона, это Максим Александрович Чудов. И мы сейчас очень плотно работаем с Федерацией именно по детскому юношескому спорту в системе образования совместно с Федерацией. И я думаю, что уже и они к нам подключатся в каких-то моментах, потому что это уровень такой серьезный и хороший. Я думаю, дети должны уже сейчас видеть, к чему они должны стремиться. Понятно, что в сложившихся обстоятельствах пришлось пересмотреть и спортивный календарь. Каким образом проводили соревнования в этом учебном году? То есть начались ли они уже в сентябре, октябре или только сейчас проходят на местах? Нет, они только начались сейчас. То есть в сентябре, в октябре это было такой подготовительный такой период, это в сжатом, то есть формате, то есть где 3-5 учеников, то есть тренировочный процесс, а именно уже в открытом формате, это только сейчас возобновились согласно календарному плану, согласно приказу ежегодному, то есть это только сейчас возобновилось. Нынешняя спартакиада в скольких дисциплинах проводится? Какие новшества? У нас в этом году 10 дисциплин, ввели еще одну дисциплину, это у нас настольный теннис. Настольный теннис довольно-таки так популярный среди школьников. То есть мы его включали не просто так, там взяли. Я делал мониторинг в протяжении 2 лет, сам лично выезжал на первенство министерства и просто первенство по линии спорта. И наблюдал, смотрел, то есть довольно большое количество там принимает участие. И уже на основании этого мы включили в спартакиаду, 23-ю спартакиаду школьников. И у нас в планах в следующую спартакиаду школьников это включить сдачу норм ГТО. То есть это 11 дисциплин, и я думаю, это будет большой плюс именно для того, чтобы был мониторинг, насколько наши дети готовы вообще к сдаче ГТО, ребята к военной службе. То есть такие планы у нас в плане спартакиады школьников. Какие еще дисциплины? Давайте буквально пересчитаем, чтобы зрители понимали, в каких видах спорта определятся лучшие школьники. У нас это игровые виды спорта: баскетбол, волейбол, легкая атлетика. Это уже такие циклические единоборства, борьба куреш, греко-римская борьба, мини-лапта. У нас вид спорта настольный теннис. Вот эти виды спорта. Число участников не снизилось? Нет, число участников мы сейчас не можем об этом говорить, мы только будем об этом знать в конце учебного года, в мае, так как у нас это идет сбор информации общий. И уже подведение итогов с общим количеством участников у нас будет известно в конце года. А активность в целом? Активность в целом в общем, то есть все 63 муниципальных района городских округов, они... То есть есть какие-то нюансы из-за того, что там чуть-чуть передвинулись, да, но все очень ждут, жаждут, и они уже готовы. Когда, что. То есть, желание есть у всех огромное. Вообще, насколько проведение спартакиады школьников целесообразно и отражает спортивную жизнь, что ли, наших учебных организаций? Потому что интересно, с энтузиазмом ли дети идут, или все-таки из-под палки? Знаете, вам для этого нужно, наверное, давайте, у нас спартакиада школьников проходит школьный, муниципальный, зональный и финал.
И я вас приглашу хотя бы на какой-нибудь сезон или школьный этап, и вы посмотрите сами, насколько у них желание, какой у них энтузиазм. Уже, наверное, в определенных регионах есть такие определенные города, районы, которые вот лидируют в одних видах спорта, да, ну и немножечко послабее в других. Нет же, наверное, такого района, который везде силен во всех видах. Да, все верно. То есть там есть определенный менеджмент, кто разбирается в спортивном менеджменте, они прекрасно понимают, где им акцентировать, где им можно сделать небольшую поблажку. Все зависит от этого. То есть спорт это не только давай, мы больше поднимаем. Нет, здесь еще есть у нас и такое понятие, как спортивный менеджмент. И кто его правильно использует, тот на шаг впереди, будем так говорить. Как проходит реализация спортивных программ? Потому что сразу несколько проектов реализуются в школах. Каким образом это все проходит? Я имею в виду борьба в школы, самбо в школы. Как это все проходит? Ну, вообще, начнем с учителей физкультуры. То есть у нас, конечно, это в первую очередь учителя физкультуры. Вот у нас 12-14 февраля, вот на следующей неделе будет проходить повышение квалификации учителей физической культуры. Метод это объединение. То есть главных учителей. При каждом районе у нас есть главный учитель по физической культуре. И мы их будем на базе физической культуры управления сервиса Стерлитамакского колледжа повышать квалификацию. Вот, то есть мы их собираем, какие-то новшества, в таком формате. А следующее у нас 26-28 февраля, это у нас по проекту «Борьба в школу», спортивная борьба в школу. Также в Стерлитамаке на этой базе будет проходить повышение квалификации учителей, тренеров, преподавателей задействовано в данном проекте. То есть это и еще плюс с приглашением учителей физкультуры, которые задействованы и работают в этом проекте в другом регионе. То есть у нас планируется это Калининградская область, Ульяновская область, Московская область. То есть они уже на телефонном разговоре дали подтверждение, что их учитель, который задействован в этом проекте, уже будет присутствовать у нас. И сам повышение квалификации это будет проводить сам Василий Дяшевич Сандыков, один из разработчиков данного проекта. То есть мы сейчас идет только организационный момент и будем проводить. То есть я правильно понимаю, что Башкортостан в этом плане пример, и представители других регионов тоже хотят поучиться у наших учителей физкультуры? Ну, во-первых, они хотят поделиться своим опытом, потому что у нас учителя физкультуры только мы начали этот процесс. Допустим, в Калининградской области этот проект уже работает. Ульяновская область, они хотят, а не только Московская область, там у нас город Красногорск, школа будет присутствовать. Они уже тоже давно задействованы, и эта школа уже занимала второе место среди школьных спортивных клубов. На всероссийском конкурсе второе место они занимали. То есть мы хотим что-то и у них узнать, чтобы они с нами поделились в таком формате. В октябре прошлого года открылись еще более 40 спортзалов для занятий борьбой. Расскажите, какие результаты, какие итоги, как вообще реализуется эта программа, проходят ли тренировки, каким образом они осуществляются. То есть интересно услышать первые отклики, как проходят занятия. Провели мы мониторинг, у нас 46 школ подключились к данному проекту. У нас в пятницу проходило совещание в онлайн-формате, как раз там были представители Федерации спортивной борьбы России, и Василий Дяшевич Сандыков, и Министерство молодежной политики и спорта Республики, где там был озвучен отчет у нас. То есть мы провели мониторинг, мы конкретно знаем, сколько у нас детей занимается в данном проекте по количеству, то есть в таком формате. На данное время мы для них предоставили, чтобы эти учителя ознакомились вообще с проектом. То есть было разослано каждому директору школы, каждому учителю физкультуры, чтобы он прочитал теорию, как вообще этот проект работает. На данное время они только по теории. И 26-28 февраля мы уже будем проводить в таком режиме, в офлайне, как говорится, уже повышение квалификации. Будем знать, с чем они столкнулись, с какими проблемами. Не только именно в процессе тренировочного, но именно в процессе школы, возможно, где-то их по времени, такие технические даже моменты. Да. На данное время у нас занимается около 6 тысяч детей задействованы в данном проекте. Но здесь у нас не только третьим уроком, то есть у нас здесь есть еще и доп. Внеурочное время. То есть мы посчитали общее количество у нас на данное время 6 тысяч, 6 тысяч с копейками, около 6100 детей.
Как мы посмотрим на то, насколько прижилась эта программа? Будут ли какие-то, может быть, соревнования по итогам учебного года организованы? Ну, смотрите, то есть первый этап, ну, все мы понимаем, да, техническая часть, но самое главное, то задача, которую поставила перед нами министр образования и науки Айбулат Факилович, то есть эта программа должна у нас работать системно. Что такое системно? Мы наряду с спартакиадой школьников. То есть вот в мае месяце по завершению учебного года мы планируем провести фестиваль единоборств. То есть у нас это в Стерлитамаке, пока предварительно мы планируем это делать. То есть по 3 видам спорта. Это первое, это греко-римская борьба, второе, это самбо. И третий наш национальный вид спорта — это борьба куреш. То есть это вот первый этап я для себя поставил, чтобы проанализировать и посмотреть, через сколько у нас может этот проект, именно вот спортивная борьба в школу, реально быть в системе. То есть у нас к 2024 году я по своим подсчетам я планирую ввести уже в системность, чтобы этот проект работал системно. А системно это означает, что с сентября по май у нас есть определенный календарный план, мы знаем конкретно что, как, где, вот в таком формате. Буквально в 2 словах. Спортивная жизнь школьная как-то пострадала вот из-за этого перерыва, который был связан, естественно, с пандемией и прочее. Не будем вдаваться в подробности. Сильно пострадала спортивная жизнь в школах? Я думаю, спортивная жизнь, она на теории набиралась, а вот в таком формате физическом, да, она пострадала. Возможно, сейчас посмотрим. То есть у нас началась спартакиада школьников. Поглядим, в общем. Спасибо большое. Я напомню, что сегодня с нами беседовал Марсель Юсупов, это руководитель Управления по физическому воспитанию и подготовке Олимпийского резерва Республики Башкортостан. Мы обсуждали о том, как возобновляется спортивная жизнь в школах. Спасибо, что были с нами. Любите спорт и будьте здоровы.